Уважаемые жители Республики Коми, на сегодняшний день основная проблема в республике, как в целом в стране, это распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. И это основная сегодня задача моя и всего правительства, всех медицинских работников республики. Мы ежедневно уделяем этому большое внимание. Проведена серия оперативных штабов с обязательным принятием конкретных решений и конкретных ответственных и дат по исполнению. По статистике, сегодня под наблюдением медицинских работников находится 2355 человек. 70 человек выписаны с отрицательными результатами анализов. К сожалению, двое наших сограждан скончались. 59 человек – это подтвержденный ковид. Какие основные задачи сейчас? Конечно, это максимально расширить возможность тестирования. Почему это самое важное сегодня? Потому что тестирование даст нам, специалистам, управленцам, основной ответ, какие оперативные меры нужно принимать для того, чтобы снизить распространенность. Для этого нами предпринято и мной лично очень серьезное, выходящее, может быть, даже за рамки возможностей нашей обычной работы, мероприятия по снабжению и по быстрейшей доставке в республику тестов и аппаратуры, оборудования, которое позволяет идентифицировать здорового человека от заболевшего. Такие поставки начнутся уже с завтрашнего дня. Я думаю, что к середине следующей недели мы переломим ситуацию, и всех, кого мы будем считать необходимым протестировать, это в первую очередь группы риска, такое тестирование пройдут. Вторая задача – это, конечно, отработать полномасштабную сеть медицинских перепрофилированных коек, которые будут предназначены для лечения больных с выявленной коронавирусной инфекцией. Такие учреждения намечены, по ним ведутся работы, все абсолютно стоит на контроле, повторяю, каждый день по этим работам даются отчеты. На сегодняшний день мы готовы под эту задачу открыть практически 300 коек. Безусловно, они должны быть укомплектованы оборудованием, в первую очередь кислородом и аппаратами ИВЛ. Это еще одна задача. И она тоже очень сложная, потому что нам одновременно нужно на эти койки укомплектовать более чем 140 аппаратами ИВЛ. А если точно, 144 аппарата ИВЛ. Сегодня в стране все, и не только в стране, и в мире, все пытаются такое оборудование приобрести, потому что в таком масштабе его не было ни у кого. Ни у одной самой развитой страны. Вы видите, что происходит в Америке, которая всегда была стандартом для многих из нас, стандартом здравоохранения. Та же самая проблема. Но в данном случае это совершенно не является для меня каким-то послаблением или отговоркой. Точно так же я включил все свои ресурсы, все возможности и государственного регулирования этой проблемы, то есть поставок через государственные каналы, через Минпромторг, и возможности, которые могут улучшить эту ситуацию. Есть понимание и есть полная уверенность, что до конца апреля месяца мы эту проблему решим. Дополнительно точно так же проработаны вопросы поставки всего вспомогательного оборудования. Это и отсосы хирургические, это и мониторы, это и крупное оборудование. Например, нам нужно заменить 2 компьютерных томографа, которые
как говорится, наладан дышат, и они могут в любой момент отказать в наших центральных больницах. Это тоже проработано и тоже находится под контролем. В ближайшие максимум 2 недели мы это оборудование должны привести и установить. Уважаемые жители республики, поймите, на самом деле проблема очень серьезная. У меня огромная просьба. Я буду ежедневно выходить в эфир и ежедневно информировать вас объективной информацией, которой абсолютно точно доверяйте. Не покупайтесь на слухи, не распространяйте лживую информацию, не поддавайтесь панике. При этом отдавайте отчет, что это очень опасная инфекция. И если предписан режим самоизоляции, нужно безукоснительно его выполнять, безоговорочно. Если введен карантин, его нужно точно так же соблюдать. Я буду рассказывать вам, какие мы предполагаем меры по карантину того или иного, например, коллектива, и почему это делается. Потому что с точки зрения эпидемиологии в данной инфекции, кроме лечения, есть основной принцип и основной метод борьбы. Это разобщение и карантин, самоизоляция и не предотвращение распространения от человека к человеку. Нужно, безусловно, выполнять все назначения врачей. Ни в коем случае не заниматься самолечением, если вдруг возникли симптоматика. Боли в горле, кашель сухой, повышение температуры. Категорически прошу вас не начинать никаких самостоятельных лечений при такой симптоматике. Немедленно вызывайте врача. Опасность инфекции в том, что она очень быстро набирает такой болезненный ресурс. Несколько дней, и от сухого кашля человек уже в тяжелом состоянии с тяжелой двухсторонней пневмонией. Поэтому нужно действовать на упреждение, и как только появилась первая симптоматика, немедленно обращайтесь к врачу. При этом я все-таки как доктор, как врач и как ваш временно исполняющий обязанности губернатора хочу сказать, что любая болезнь победима. Главное, чтобы мы понимали, что нужно делать и для чего мы это делаем. Поверьте, такие знания и понимания у меня и у моей команды есть. Будьте здоровы, до завтрашнего дня, до следующего эфира.